Данное видео посвящено к циклу моих передач на канале Реалити «Кровавый 1999 год». Я начну с обращения двух карачаевцев, которые подозревались, которые признались в том, что они являются низовым звеном в совершении террористических актов 1999 года, когда были взорваны дома Буйнакские в Москве, в Волгодонске. Итак, Крым-Шамхалов Юсуп Ибрагимович и Батчаев Тимур Амурович, оба карачаевца, 28 июля 2002 года. Данные мужчины, лица, обращаются в комиссию по расследованию взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске. Уважаемая комиссия, в силу обстоятельств мы оказались соучастниками преступления, унесшего жизни почти 300 человек. Мы имеем в виду сентябрьские 1999 года теракты в Москве и Волгодонске. С тех пор мы находимся объявленными в федеральный международный розыск и вынуждены скрываться от правоохранительных органов РФ. После сентября 1999 года спецслужбами России предпринимались неоднократные попытки нашего ареста или устранения. Из-за сделанных недавно нами и Гочияевым заявлений в последнее время эти попытки усилились. Похоже, в недалеком будущем нас действительно постигнет задержание или смерть. Это те причины, по которым мы хотим именно сейчас обратиться к вам с этим открытым письмом. Первое. Мы признаем себя соучастниками террористических актов, состоявшихся в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года. Мы заявляем, что ни Хаттаб, ни Басаев, ни кто-либо из чеченских полевых командиров и политических лидеров, ни кто-либо из чеченцев вообще не имели никакого отношения к сентябрьским терактам 1999 года. Они не заказывали, не финансировали и не организовывали эти теракты. С Хаттабом и какими-то полевыми командирами мы впервые встретились только после того, как бежали в Чечню от преследования российских правоохранительных органов после терактов. Второе. Мы являемся соучастниками терактов на низшем исполнительном уровне, причем к самим взрывам отношения не имеем. Мы имели отношение только к транспортировке мешков, как мы считали, со взрывчаткой для временного складирования их и для последующего использования для подрыва административных зданий спецслужб и военных, а не жилых домов. То, что взрывы произойдут по месту хранения мешков в подвалах жилых зданий, мы не предполагали. Время совершения терактов известно нам не было. Узнав об этих взрывах, мы бежали в Чечню. Третье. Не будучи чеченцами по национальности, мы являлись искренними сторонниками борьбы чеченского народа за независимость. И именно эти наши взгляды позволили тем, кто действительно стоял за организацией и реализацией терактов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года, завербовать нас для участия в организации терактов. Сегодня мы понимаем, что нас использовали в темную, что в 1999 году мы не понимали, кто на самом деле является нашими начальниками и на кого мы на самом деле работали. Сегодня мы это понимаем и знаем. Почти 3 года ушло на то, чтобы осознать происходящее, собрать информацию и доказательства о том, кто же на самом деле стоял за нашими спинами. Многие из тех, кто участвовал в сентябрьской операции 1999 года в Москве, Волгодонске, Рязани и Дагестане, уже нет живых. Пока мы живы, мы хотим, чтобы все узнали главное. Главное, собранной нами информации, полученной от различных участников операции разного уровня, заказчиков операций по взрывам в России в сентябре 1999 года, является Федеральная служба безопасности РФ. В этой связи неоднократно и точно упоминалась фамилия директора ФСБ Николая Платоновича Патрушева. Кураторами всей программы взрывов являлся Герман Угрюмов, ликвидированный затем, по нашим сведениям, в самой ФСБ. Общее число членов группы составляло, по нашей информации, более 30 человек. Как руководителей среднего звена мы знали только двоих. Первый – подполковник татарин по национальности, кличка, псевдоним Абубакар. Второй –
полковник русский по национальности, псевдоним Абдул-Гафур. Мы предполагаем, что Абдул-Гафур и известный сотрудник российских спецслужб Макс Лазовский – это одно и то же лицо. Четвертое. Мы оказались частью трагедии чеченского и русского народов. Мы просим прощения у тех, кому принесли горе в сентябре 1999 года. Мы просим прощения еще и у чеченского народа за то, что были использованы в темную ФСБ для начала Второй русско-чеченской войны. Мы не просим к себе снисхождения и остаток своей жизни посвятим борьбе за независимость чеченского народа. Кримшамхалов Юсуф Ибрагимович, Карачаевец, 16 ноября 1966 года рождения. Батчаев Тимур Амурович, Карачаевец, 27 июня 1978 года рождения, 28 июля 2002 года. Данный текст обращения опубликован в «Новой газете» 9 декабря 2002 года. Далее хотелось бы напомнить о судьбе этих молодых людей. 6 декабря 2002 года были убиты 4 молодых людей в Грузии. Тимур Батчаев, Рашид Хубиев и 2 мужчин. Юсуф Кримшамхалов был арестован и осужден на пожизненный срок заключения. Как свидетельствуют ответственные лица и СМИ Грузии, это была совместная с российскими спецслужбами операция. Преднамеренное убийство 4 карачаевцев в Лагодехском районе Грузии 6 декабря 2002 года не оставляет сомнения в российском заказе этого преступления. О том, что это было именно так, выяснится позже из публичных благодарностей Путина, Иванова, Рушайла президенту Грузии Шеварднадзе, выставляющих последнего на показ. Причем убийство молодых людей было целенаправленным, так как по свидетельствам очевидцев со стороны спецслужб не предпринимались даже попытки их задержания. Несчастные были хладнокровно расстреляны в упор. Говорят, что у кого-то из убитых сработал пояс смертника, но нам представляется это оправдание спецслужб. В любом случае, раньше случился обстрел. Когда в Панкийском ущелье появились представители российских спецслужб и стали предлагать большие суммы от 250 тысяч долларов и выше за убийство или поимку нескольких жителей Карачаево-Черкесии, многие недоумевали. Почему? Удивительно в то время, как в ущелье находились значительные фигуры чеченского сопротивления. ФСБ почему-то проявила столь повышенный и опасный по своим последствиям, все-таки территория другого государства, интерес именно к карачаевцам. Интересный аспект в показаниях оставшихся живых свидетелей. Как это не покажется странным, они заявляют о личных контактах Гочияева с Путиным еще задолго до того, как Путин стал президентом России, когда они вместе занимались спортом. А последняя встреча Путина с Гочияевым якобы закончилась словесной перепалкой и рукоприкладством. Прокол Селезнева в Государственной Думе 13 сентября 1999 года, когда он во всеуслышание на всю страну зачитал записку из информцентра Госдумы, примерным содержанием которое было: ну вот еще один взрыв жилого дома, на этот раз в Волгодонске. А взрыв-то в Волгодонске произошел только лишь 4 дня спустя, то есть 17 сентября 1999 года. Что это? Утечка информации или прокол? Или предупреждение? Но ведь сделано-то предупреждение спикером с высокой трибуны Государственной Думы. В этой связи вновь возникают вопросы, почему срочно по горячим следам не был расследован столь вопиющий факт. Единственный вразумительный вывод всему этому: российская власть знала, что происходит. И можно добавить, знала и контролировала. А в итоге это все можно означать: нынешняя высшая российская власть в лице КГБ, ФСБ взрывала в собственных граждан. А если события в Рязани можно назвать провалом российских спецслужб, то сообщение Селезнева – публичное разглашение величайшего преступления верховной власти России против своих граждан.